الحمد لله رب العالمين وأتم الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أيها الإخوة ويا سادة العلماء. Уважаемые братья, для меня большая честь находиться среди вас, среди уважаемых хазратов, ученых. Альхамдулилля, это великое счастье. Аллах Субханаху ва Тааля в Коран Кариме говорит: «Иннамаль му'минуна ихва», все верующие братья, несмотря на их язык, на их нацию. Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Инна халякнакум мин закарин ва унса». Воистину мы вас всех сотворили из одного отца и из одной матери. «Ваджа'альнакум шу'убан ва кабаиль». Потом только мы сделали вас народами и племенами. «Литаарафу», для того, чтобы вы познавали друг друга, ездили друг к другу, знакомились, знали, как живут мусульмане в разных регионах. Альхамдулилля, я вижу, что в Кыргызстане вы живете дружно. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал: «Аль-джамаа рахма». Джамаат – это милость Всевышнего Аллаха. «Валь-фуркату азаб». А разобщенность – это наказание Всевышнего Аллаха. Чтобы этого наказания нам, конечно же, избежать. И, конечно же, что с почетными, уважаемыми учеными хазратами вы собираетесь, слушаете их проповеди. И поэтому говорится, что кавама дунья би арбаатиль ашья. Мир стоит на 4 вещах. Вавахат минха ильмуль уляма. Одно из них как раз это знание ученых. В хадисе пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ман акрама алиман, факад акрама саб'ина набиян». Кто оказал почет одному ученому, он уже как будто бы оказал почет 70 пророкам. Поэтому почет ученых, их статус огромен и важен для нас. И, конечно же, любовь к нашему пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. В Коране Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Лакад манна Аллаху аля аль-му'минин, идh ба'атha фихим расуля минхум, ятлю алейхим аятихи, ва юзаккихим, ва юаллимухум аль-китаба валь-хикма, ва ин кана мин каблю лафи даляли мубин». Воистину Аллах оказал великую милость для всех верующих людей. Милость для нас, что Аллах отправил нам пророка из нас самих. Он не ангел, он не джин, он человек, ест, пьет, у него есть жены. И обучает он вас Писанию, обучает он вас мудрости, сунни своей. Хотя раньше эти люди находились в явном заблуждении. И, конечно же, следовать нашему пророку, алейхиссалату вассалям, как раз нам помогают ученые. Они как звезды, на которые мы должны ориентироваться, которых мы должны слушаться. И тогда никогда исламская община не собьется. Поэтому еще раз, уважаемые братья, рахмат вам за теплый прием, уважаемые хазраты. Не забывайте помолиться за нас иногда. Всегда мы будем рады вас встретить и в Казани, и в Уфе. Альхамдулилля, как родные мы живем, несмотря на то, что разные уже страны. Альхамдулилля, ученые приезжают и в Россию, всегда проповедуют землякам, и в Москву приезжают, и в Новосибирск, и в другие города. Потому что часто бывает, что наши братья-мусульмане, когда приезжают на чужбину, как птица из клетки вырвалась. Сразу начинает летать, порхать, и все, что надо и не надо, пробовать. Конечно же, надо держать и соблюдать шариат как дома, так и на чужбине. Пусть Аллах Субхану ва Тааля поможет нам всем в этом. Рахмат. Ва ахру да'вана анил хамдулиллахи раббил алямин, ассалату вассаляму аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи. Бирахматика.